Повестка дня рабочего заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям включила лишь 3 вопроса, но они стали основными и наиболее актуальными. Как ведется подготовка к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2015-2016 годов и как обеспечивается пожарная безопасность объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий. Согласно приведенной статистике, общее число пожаров в регионе по сравнению с прошлым годом снизилось на 2,5% и сегодня составляет 3649. Несмотря на улучшение ситуации по республике, в нашем городе обстановка с огненными происшествиями совсем иная. Уже зарегистрировано 74 пожара против 57 случаев за аналогичный период прошлого года. В Сибае новогодние мероприятия будут проходить на более чем 30 площадках, а потому именно на них будет направлено особое внимание инспекторов надзора. Руководителям предприятий, организаций и владельцам культурно-развлекательных учреждений, запланировавшим на своих объектах проведение новогодних и рождественских мероприятий, обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности. Праздничные и развлекательные мероприятия начинать только после проверки исправности запасных эвакуационных выходов, системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре. Не допускать эксплуатации помещений с неисправным электрооборудованием, с отсутствием первичных средств пожаротушения. Присутствующие заслушали доклады о состоянии готовности пожарных гидрантов на территории города. По организованной проверке систем наружного противопожарного водоснабжения результаты оказались неутешительны. В ходе проведенной проверки было обследовано и проверена работоспособность 258 пожарных гидрантов. Из них 118 городских и 140 объектовых. В ходе проверки установлено, что количество гидрантов по сравнению с проверкой 2014 года изменилось. Были демонтированы без уведомления руководства 9 пожарных гидрантов. Это улица Белова, детский сад Султылар, улица Белова, перекресток с улицы Чайковского, проспект Горняков, общежитие СИБГУ, Горняков 20, в сквере напротив Бигбау, Горнякова 28, в сквере Ленина 12, Ленина 20, Островского 15 и улица Крупская, перекресток с улицы Чапаева. При этом демонтированы гидранты не просто на улице, а возле социальных объектов, таких как детский сад и общежитие. Если вдруг случится ЧП, то своевременная подача воды будет затруднена. Известно немало случаев, когда такая халатность приводила даже к человеческим жертвам. Для разрешения имеющихся проблем с гидрантами требуется время, доложил директор водоканала Тахир Муладжанов. В ходе осенней проекта были выявлены 20 неисправных пожарных гидрантов. 10 из них мы на сегодняшний день отремонтировали, а 10 то есть не успеваем, потому что колодцы развалены на этих гидрантах, то есть нужны средства. И мы оставили на летний период, потому что не успеваем фактически. Просто колодцы завалены доверху, это огромная работа прочистки, разборки этих колодцев, опять восстановление, плюс ремонт самих гидрантов. Заключительный вопрос повестки дня коснулся готовности жилищно-коммунального хозяйства города к функционированию в зимний период для ликвидации снежных заносов и других ситуаций, связанных с погодными условиями. Больше всего нареканий представитель ЖКХ получил от председателей поселков. Первая же ноябрьская непогода буквальным образом запечатала ряд улиц в отдельных микрорайонах Сибая. Что ж, зима только начинается, вот она-то и проверит всю работоспособность оперативных служб на практике. Елена Афанасьевна, Мирхай Бульнюбов, Карпова, телекомпания СТВ.